Калі вы апошнім часам праглядалі сайты нерухомасці, то, відаць, адчулі лёгкі шок. Бетон у Беларусі імкліва ператвараецца ў золата, а цэннікі прабіваюць новыя столі. У сярэдзіне 2026 года рэальныя здзелкі ў Менску праходзяць у кошце каля $2250 за квадрат. Хочаце сімпатычную аднапакаёўку? Рыхтуйце ў сярэднім $2450 за метр. У рэгіёнах цэны крыху ніжэйшыя, але прынцып той самы. У той жа Гомлі, па факце, купляюць коштам больш за $1000 за метр. Хоць прадаўцы ў абвестках просяць больш – 1150. За апошні год рынок проста разарвала. У Менску кватэры падаражалі прыкладна на 27%. У рэгіёнах графікі рухаюцца гэтак жа. У тым жа Гомлі гадавы рост склаў амаль 24%. Парадокс у тым, што жылля будуюць усё менш, а купляць яго працягваюць. Чаму? Бо ў беларусаў забралі альтэрнатывы для зберажэнняў. Валютныя ўклады ў банках адсоткаў амаль не прыносяць. Фондавага рынку няма, а праз санкцыі вывесці грошы складана. Бетонная скрынка засталася адзіным нармальным спосабам уратаваць свае грошы ад інфляцыі. Але каму гэта па кішэні? Калі вы звычайны настаўнік, лекар ці рабочы з заводу, збіраць 50-60 тысяч долараў на банальную аднушку давядзецца ўсё жыццё, бо камерцыйныя крэдыты маюць проста драконаўскія адсоткі. Затое ёсць у краіне і іншая рэальнасць. Пакуль звычайныя грамадзяне лічаць капейкі, улады шчодра абдорваюць льготнымі крэдытамі і спецпраграмамі сілавікоў, вайскоўцаў і верных чыноўнікаў. Для іх заўсёды знойдуцца і адмысловыя ўмовы, і службовыя кватэры з перспектываю прыватызацыі. Выглядае так, што ўласны дах над галавою у Беларусі гэта даўно не базавае права, а прэмія за службу рэжыму. Не надта танна жыць у сацыяльнай дзяржаве. І нагадаю пра тое, ці ёсць у вас уласнае жытло, а калі ёсць, ці проста вам было набыць яго ў Беларусі. Напішыце, калі ласка, пад нашай трансляцыяй. Зараз пра жытло, іпатэку і няпросты шлях да ўласных квадратных метраў мы пагаворым з нашай госці, галоўнай рэдактаркай выдання «План Б» Ольгай Лойкай. Оля, вітаем цябе. Привет. Рады бачыць, рады любой нагодзе з табой спаткацца, таму што не так шмат у нас журналістаў асабліва, которые, кажуць, шараць в эканоміцы. Как журналіст, который шарыць в эканоміцы, вось адкажы, калі ласка, на пытанне. Беларусы быццам бы не самыя багатыя, не самыя заможныя людзі, а цэны на кватэры ў Беларусі, што увесь час растуць, такія пушацца. Што адбываецца, чаму? Спрос высокий, высокое желание владеть собственной недвижимостью, отсутствие других инструментов, куда можно вложить свои ресурсы. И вот не закрытый этот гештальт, да, когда это было самое важное, самое главное, что человек должен сделать, это вот получить собственность, жилье. Это, в общем-то, базовая такая потребность. Да. Гляди, рынок нерухомости, кватэры, люди, да. Каб быў высокі попыт, трэба, каб было альбо мала кватэр, альбо шмат людзей. Людзі з'язджаюць, шмат з'ехала з Беларусі з 20-го года, кажуць, там, под мільён, а можа і болей. З'язджаюць. Паменшылася колькасць насельніцтва в Беларусі, а цэны на жыллё растуць. І пры гэтым будуюць, рапартуюць пра тэмпы будаўніцтва жылля. І сапраўды, Мінск да гэтага часу увесь застаўлены кранамі пад'ёмнымі і будуюць жыллё. Дык а за кошт чаго кошт? Людзей менш, кватэр больш, а попыт расце, ты кажешь. Многие из тех, кто уехали, они продать-то ничего не смогли. Поэтому тут мы не говорим, что там сотни тысяч квартир вышли на рынок. Да? Бо яны заблокаваныя знаходзяцца ў нейкім стане, да? Абсолютно. И не так много строится на самом деле. Мы же видим все, как строится в Европе, да, как строится Варшава, где большой всплеск спроса был. И это прям каждый участок, все сносится, застраивается заново, да, была 5-этажка, встала 12-этажка, строятся новые современные ЖК. На самом деле, все строятся, все хотят жить лучше, не устраивает всех. В Беларуси еще сколько хрущевок, да, и люди вроде бы как-то там живут, да, но понятно, что каждый из них хотел бы, наверное, получить какое-то более
современное жилье. Расейцы як фактор цікавості, Там приезжие увогуле. 3-5% это, ну, это тоже может влиять на рынок, безусловно, но не настолько. Ну и, послушайте, белорусы не такие бедные, как кажется. На самом деле, да, истории о том, как приходили люди и с чемоданом денег, да, и говорили, что вот можно как-то, да, вот здесь так нельзя купить, чемодан денег принести. У мяне была такая гісторыя калісьці. Я в чамусьці захацеў быў прадаць сваю кватэру, там праз 5 год так я пабудаваў. І да мяне прыходзілі людзі з 2 сумкамі, сказалі: давайте прямо сейчас. Да, А именно. что у вас с собой? Да, у нас вот тут доллар, мы нефтяники. То бок гэта не легенды, але слухайце, а ці ёсць такая ўвогуле верагоднасць, што кошты на жыллё будуць усё ж таки зніжацца? Я не ведаю, мне бы можа просто асабіста гэтага хацелася, ці ёсць вось кватэр становіцца ўсё больш і больш, можа і кошты ў нейкі момант стануць менш. Не варыянт. Пакуль Оля адкажа, я вот тут выкіну такую думку. Мне здаецца, што рынок нерухомасці гэта такая кансерватыўная ў нейкім сэнсе рэч. Там уже што падаражэла, наўрад ці падзешавееце. Я не прав. Ну, так? абсолютно. На самом деле, вот эффект храповика, он работает, да, когда цены легко идут вверх под влиянием самых разных факторов, а когда те же факторы перестают влиять, цены не идут назад. Ну, вот никогда. Почти никогда. Поэтому, нет, ну, это не исключено, но не сейчас, когда спрос действительно высокий, когда появляются новые инструменты, вроде ипотеки под 1% Беларусьбанка, которые сейчас обсуждают буквально все. Вот мы про гэтую іпотэку хочам паразмаўляць. Я так разумею, да гэтага былі магчымасці вось набыць жыллё. Купіць, узяць у крэдыт на першасным рынку, ну, то бок пабудаваць, улезці ў долявое будаўніцтва, там, я не ведаю, там, іншых варыянтаў, мабыць, ну, узяць крэдыт, улезці, свае грошы прынесці, улезці, купіць, альбо на вторычцы, пазычыць, альбо на другасным рынку купіць ужо нешта гатовае, да? А такіх вот інструментаў, как лізінг жылля ці іпотэка, як быццам бы асабліва і не было. Але вот іпотэка под 1%. Да, тут ключевое не ипотека, а под 1%, потому что ставки по кредитам были высокие, надо было достаточно большую сумму собственную иметь, и, ну, кто покупает первое жилье, тут вариантов особо нет. Вот, а это отличный инструмент для тех, у кого жилье уже есть, и кто хотел бы внести свой вклад в развитие белорусской экономики и купить новостройку, увеличив еще спрос, да. Ну, смотрите, если у вас есть там однушка, вы хотите из нее сделать трешку, это довольно сложно, потому что вам надо продать однушку, вам надо куда-то всем съехать всей семьей, достроить эту самую, ну, докредитоваться, достроить свою новую квартиру, ну и, в общем, это все очень логистически сложно. А здесь у вас есть замечательный инструмент, когда вы 2 года можете платить по 1%, это подъемно, да, вы продолжаете жить в своей квартире, вы берете на большую сумму кредит, там до 90% стоимости нового жилья можно получить кредит, экономика разгоняется, всем хорошо, вам строят эту квартиру, вы ее ремонтируете за 2 года, можно, в общем-то, успеть, и потом в достаточно спокойном режиме продаете свою эту замечательную однушку, которая вас кормила и приютила на эти годы, и съезжаете в свою новостройку. Ну, это выглядит как нормальный, адекватный план, да? Тут у меня будет поднятая рука. Я уже 2 года. 2 года. Я уже, да, я звернув увагу, что 1% 2 годы. Некая дивная ипотека, потому что ипотека обычно это 20-40. Нет, потом давай все-таки меняется такая, ставочка. полечим давай на пальцах. Все-таки, так это ипотека под 1%, это, ну, а сколько реально придется заплатить? Вот. Дальше надо считать, потому что дальше ставка меняется радикально, и сейчас она составляет на следующие годы 15,4%. Это очень много. Это ставка рефинансирования плюс больше, чем 6 пунктов. Это очень много. И переплата будет очень большая, если это действительно ипотека у вас на 20 лет. Если вы действительно взяли на 90% стоимости жилья и будете это отдавать, причем отдавать вы будете аннуитетными платежами, это обычно очень больно и неприятно, потому что это равные платежи на протяжении всех 20 лет. Да? То есть легче вам не станет, потому что обычно говорят, там кредит, ну там вот первый год мы как-то там постараемся, а дальше сумма будет уменьшаться, нам станет легче, да?
здесь сумма не уменьшается, платежи будут равными, и если это реально на 20 лет и на 90% стоимости жилья, то вы очень много переплатите. Там есть калькулятор, можно упасть в обморок, ввести свои цифры, и вот. Но для тех, кого есть что продать и закрыть эту сумму через 2 года, вот, это отличный выход, и это способ, в общем-то, экономика у нас сейчас держит внутренний спрос и строительство в большом объеме. Вот фактически мы создаем этот спрос, подкачиваем его, даем возможность тех, кто там спокойно сидел в своей однушке-двушке и думал, что не потяну, вот мы их стимулируем. Да, это средний класс, это люди, у которых уже что-то есть. А як вы думаеце, наколькі вось рэальна вось гэтаму сярэдняму класу, у якога штосьці ёсць, атрымаць гэтую іпотэку? Так а почему нет? Вельмі просто няма ніякіх складанностей у подводных Ну, каменёў? там даже если у вас достаточно большой доход, вам поручители не нужны, что тоже довольно удобно. Ого. Да? Ну, то есть, грубо говоря, если вы там айтишник с зарплатой в 7 тысяч, у вас нет никаких проблем, чтобы вот эту схему, которую я уже рассказала, ее реализовать вообще без... 7 тысяч рублей чи долларов? Ну, и так неплохо. Але там ёсць калькулятор, можна Слухай, ўсё палічыць. але мне чамусьці здаецца, што гэта все-таки больш такі тизер под 1%, ипотека, а потом Прыгожа гучыць. за 2 гады ты не паспеў рассчитаться, і Ну, тогда хана, придется плаці чуть-чуть шмат. переплатить. Гэта не для тых, у каго шмат грошай уже ёсць нелегальнага паходжання, і ты прыйшоў і быццам бы іх можаш, іх ж не трэба дэклараваць ты грошы, да? Можна ў чемодане принести у банк. Ну, как бы сейчас это так не работает. Обычно вторичку покупают с чемоданами. Ага. Вот. Ну, я не знаю, может То быть, бок гэта не сейчас там схема, гэта не расслабились схема, все. гэта не амністыя для грошай невядомага паходжання, не? Нет. Трэба, каб яны былі пацверджаны, але реально за 2 гады, калі ёсць грошы нейкія, Но то за 2 гады на можна самом шмат деле вот выплаціць. эта ставочка 15,4%, да, вот она о многом говорит. Потому что 1% это удобно, хорошо, замечательно, да, окей. Льготный период, спасибо, что он 2 года, а там они 5-7 месяцев. За это можно успеть достроить. Но вот это 15,5% фактически, да. У нас, когда Нацбанк говорит, что у нас инфляция в Беларуси очень маленькая, да, там 4,4%. Инфляционные ожидания чуть-чуть выше, но они тоже маленькие, там 5,5%, да. И тут вдруг такая ставка, да, и мы такие думаем, подождите, или Беларусьбанк что-то знает, да, о настоящей инфляции, ну, потому что ставка рефинансирования плюс больше, чем 6 пунктов, это очень много. Это не Нацбанк, а Беларусьбанк заложил все свои риски, весь инфляционный навес, и, послушайте, по-моему, кто-то не верит в то, что у нас макроэкономическая стабильность. Ну вот, и, по-моему, этот кто-то, это Государственный банк, да, потому что ставка очень высокая. Если бы речь шла там о 6, 7 там, процентов, 8, ну окей, да, там вот инфляция плюс там... Ну, чакай, вот, например, квартира 100 тысяч долларов, да? Ну, это трешка, наверное, да? Двушка. 200. О, Ну, давайте, ну, 200. давайте, ну, в новостройке 200. большие За 2 площади. гады да. гэта калі, напрыклад, пастарацца выплаціць хаця б палову, гэта Ну, ў месяц трэба 5 Нет, тысяч... это так не считайте. Вы же будете платить 1% первые 2 года. Ну, а потом погасите, допустим, продадите свою однушку там за 70, и уже... Вот. А досрочное погашение там есть. Добра, а вось што рабіць, калі, напрыклад, я беларуска не айцішніца, няма ў мяне гэтых 7 тысяч. Улезла. Улезла ў гэты крэдыт, і вось мне не хапае далей грошай сплочваць. Тут Бульба скончыліся ў мяне кончылася грошы. на продажу. Не ведаю, што рабіць. Ёсць нейкія, сацыяльныя гаранты, дзяржаўныя, штосьці на Ну, гэта нет, какие социальные гарантии? Есть страховка. Если вы, к примеру, заболели, то у вас будет застрахована ваша жизнь и здоровье, и чтобы на семью не повесить весь этот долг, да, потому что одно дело, если вы там не айтишница, а другое дело, если у вас муж айтишник, и с ним что-то случилось, да, и вы брали это в расчете на его доходы, а тут получилось так, что его доходы отсутствуют, и это действительно большая беда, но для этого есть страховка. Вот, ну, на самом деле, надо просто за тизером 1% видеть калькулятор, видеть реальный процесс и понимать вот этот весь механизм, да, а не то, что в Европе под 1%, и у меня 1%, и я сейчас вот возьму и буду 20 лет спокойно отдавать. Да? Читайте ў дамове маленькія літаркі. Беларусь почти Европа. Ну, Але это вот даже не- глядзі, это там крупно написано. во всей гэтай гісторыі за табе процентамі, 1, 15, амаль 16 сюда праз 2 гады. Как бы мяне цікавіць один момант. Я вот чамусьці прывык, што як толькі нейкія змены ці нешта адбываецца на рынку нерухомасці, то што кватэра даражэюць.
Ці не будзе ў гэтым выпадку, што гэта просто подкачае кошты? Не исключено, потому что это подогревает спрос именно на новостройки. Может увеличиться разница, допустим, между вторичкой и новостройками. Потому что большинство людей скажет, вот, я могу подкредитоваться, я бы, может, купил и на вторичке 3 или 4, но это сложно кредит взять, а здесь есть инструмент. Да? Это история о том, почему все строились с Даной. Да? Ну, потому что у Даны был процент для всех по кредитам ниже, чем льготные у государства. Да? Ну, просто негде взять было денег, не было другого застройщика, кто давал такой кредит. Да? Подогреть спрос на недвижимость очень несложно на самом деле, дать хороший инструмент. Человек хочет жить нормально, человек хочет, чтобы там хорошая инфраструктура была, там детская площадка какая-никакая, стены ровные. Да? В Беларуси вторичка, на самом деле, очень много старого, откровенно слабого жилого фонда, который человек, который, допустим, снимал вот в Варшаве в хорошем оседле, он просто не захочет такой вторички. Он не поедет в эту хрущевку ужасную абсолютно. В подъезд страшно зайти. Ну. Сапраўды, скажу по сваім досведзе, адрозніваецца вельмі якасць жылля нават на другасным рынку. Даже та же пятиэтажка здесь выглядит абсолютно по-другому, и такого подъезда вы не найдете больше никогда. Пасля рэновацыі звычайна. Абсолютно, да. Так, а чым становішча беларусаў адрозніваецца ад умоў жыцця іншых грамадзян, іншых краін, я маю на увазе. Калі мы можем, конечно. Ну, знаете, вот одно мы уже сказали, да, это никто не верит в макроэкономическую стабильность, и в первую очередь сама банковская система. Она же про себя что-то знает, да, и она говорит, что, ребят, 15%, да, почему 15, почему не 6, так хорошо было бы 6, ну, нет. 15. Потому что мы так оценили свои риски, оценили возможность всяких изменений, черных лебедей и так далее. Ну и знаете, есть еще одна такая геополитическая проблема Беларуси. Да? У нас у всех нет вот этого первичного капитала, который нам достается там, от бабушек, от дедушек. У многих его нет. Да? Это там, те, чьи деды, прадеды были раскулачены в 30-е, потом репрессированы, потом пережили войну, потом их ограбили при распаде Советского Союза, сгорели вклады, сберкнижки, да, у многих лежат, дети играли, значит, где были суммы там и по 5000, и больше, потому что нельзя было ничего на них купить, да. Фактически, если бы у каждого из нас была от бабушки, дедушки, прадедушки какой-нибудь домик, квартирка и так далее, да, то было бы сильно легче дальше решать вопросы. И здесь вокруг нас очень много людей, которым что-то симпатичное, приятное досталось. Не обязательно домик в Константине Езерном, но бывает и так. Есть эта база. Оля, якраз з нашай размовы зразумеў толькі адно, што калі ёсць лішнія грошы і хочаш у нешта іх інвеставаць у Беларусі, ну, можа быць, вось гэта іпотэка пад 1% как бы і да. А калі ёсць разуменне, што прыйдзецца плаціць працяглы час, будуць рызыкі. Добра, дзякуй вялізны за размову. Дзякуй вам вялікі. Ольга, нагадаю, пра 1% іпотэку і цэны на рынку жытла нам распавяла галоўная рэдактарка выдання «План Б» Ольга Лойка.